Так, вот такой спуск, скажем так, подземелье. Вот это место, где был хаус у нас. Был бассейн, омовение с него делали, вода была. Вот. Кумух. Древнейшее поселение в Дагестане. Административный центр Лакского района. Расположен в центральном Нагорном Дагестане на реке Казикумухского Койсу в 96 километрах к юго-западу от столицы республики. Безусловным символом духовной культуры Кумуха является старинная мечеть. Мало кто знает, что это культурное сооружение является памятником федерального значения и всего лишь на 30 лет младше Дербентской мечети. Джума-мечеть была возведена в 778-779 годах. Мощные стены святыни – свидетели многих трагических и героических событий. За ними скрывается тысячелетняя история, с которой связано начало распространения ислама в Лакии и Дагестане в целом. Вообще в народе известно, что основателем этой мечети, и не только этой мечети, а той мечети, которая находится и в Дербенте тоже, является шейх Абу Муслим ибн Абдул-Малик. В таких книгах, как Дербентнаме, исторических книгах, как Дербентнаме, такой книги, как Асари Дагестан, автором которой является авторитетный ученый Хасан аль-Кадари, это тоже подтверждается, что строительство этой мечети было завершено в 162 году по хиджре. Мечеть построили из камня в архитектурном стиле, характерном для древних лакско-арабских строений. На западной стороне джума-мечети выбиты надписи, сообщающие о датах ее строительства и проведенных реконструкций. Надписи этой мечети, и вот эта надпись тоже, старинная надпись, она собрана с разных камней, которые были в мечети, которые не сохранились до наших дней. И эта надпись тоже подтверждает то, мы о чем говорим, то есть год его строительства, банауху аля таква мин Аллахи бияди вали Иллах, основание строительства этой мечети на основе богобоязненности рукой вали Аллаха шейха Абу Муслима, сказано в 162 году по хиджре. И разные годы тут были, конечно, сделаны какие-то ремонты тоже, но основной капитальный ремонт, значит, большие такие изменения в этой мечети сделал сын Сурхайхана Мухаммад хан. Кумухская джума-мечеть считается одной из древнейших не только в Дагестане, но и на территории всей Российской Федерации. Она сохранилась до наших дней в своем первозданном виде. Джума-мечеть – массивное четырехугольное одноэтажное каменное здание, перекрытое большим оригинальным куполом и состоящее из ряда клеток, разграниченных между собой каменными столбами, на которые опираются арки, поддерживающие потолок. На восточной стене мечети сделана надпись масляными красками, свидетельствующая о том, что мечеть построена в 162 году хиджры. В 825 году по Григорианскому календарю здание было капитально отремонтировано. Джума-мечеть селения Казикумух является одной из древнейших мечетей не только в Республике Дагестан, но и во всей России тоже. Год его строительства – это 777-8 год. И 162 год, соответственно, по хиджре тоже. Вот. Архитектура мечети очень интересна. У него 8 сводов колонн арочных, и между ними 3 прохода тоже. Это у нас первый проход, где находится еще купольная часть мечети тоже, мы туда еще вернемся. Вот. У нас потом идет второй проход, самый большой и широкий тоже. Вот. И потом третий проход тоже. Вот сзади этого третьего прохода, там, иншаллах, еще посмотрим, есть еще дополнительный вход с южной стороны в мечеть. На данный момент он не используется в связи с тем, что вот этот проход, двери, ворота с восточной стороны, они нам достаточно пока. Следует отметить, что в мечети можно ясно увидеть застройки, сделанные в разные временные отрезки. Наиболее древними можно считать восточную и подкупольную части мечети, где применены стрельчатые арки. При капитальной перестройке мечети были сохранены ее основные параметры.
Однако большая часть разрушенных стен была возведена заново, а южная стена была даже отодвинута на метр. Во время исламских праздников Джума-мечеть собирала тысячи людей, соблюдающих традиции предков. Ее не разрушило землетрясение, не подпортила сырость, не изменило время. И хотя реконструкцию здесь проводили несколько раз, Джума-мечеть сохранила свой первозданный облик. Сейчас мы находимся в купольной части мечети. Это тоже очень интересное место, сохранившаяся до наших дней старинная архитектура. Здесь есть интересная особенность, которая есть только в этой мечети. И в других мечетях в Дагестане нет. Это такие проемы, их называют максурами. То есть эти места, говорят, что здесь молились, совершали намаз правители. Вот, для их безопасности, чтобы во время совершения ими намаза никто не смог на них сделать покушение. Бок о бок к этой мечети присоединена еще одна другая мечеть. Другая мечеть — это Махалла мечеть. И проход через эту же мечеть идет. Вот это у нас старинный проход, он сохранился. Здесь хоть штукатурки сделали, все. Она является мечетью, как Махалла мечеть, то есть квартальная мечеть. Ту мечеть использовали только пятничный день, остальное время совершали намаз здесь. Вот михраб тоже старинный сохранился. Вот. И точно так же здесь есть вот вторая часть этой мечети. Это места для омовения. Там внизу до сих пор сохранились, там где были бассейн, водоем. Люди совершали омовение, поднимались, совершали здесь намаз, или же проходили через этот проход и заходили в ту джума-мечеть тоже. Это у нас вторая часть этой маленькой мечети, где есть вход в омовительные места, старинные омовительные места. Раньше оттуда был вход с улицы, там арочный вход здесь, он чуть землей засыпан. В общем, иншаллах, посмотрим там тоже, как у нас. Так, у нас вот такой у нас спуск, подземелье. Вот такой спуск, скажем так, подземелье. Вот это место, где был хаус у нас. Был бассейн, омовение с него делали, вода была. Воды тоже уже нету. И, иншаллах, мы это все почистим, исправим. Вот здесь тоже есть очень интересное место. Очень интересное место. Прямо с правой стороны, возле лестницы. Если мы туда дальше пройдем, там есть купольное помещение. Так, это вход снаружи. Здесь, если зайдем, мы видим вот такое купольное помещение. Для чего оно предназначалось, мы не знаем. И что кто-то рассказал, тоже нету никого. Вот. И из этого маленького помещения тоже есть вход в другое помещение. Вот. И там тоже для чего то помещение тоже было предназначено, тоже мы не знаем. Отрадно также отметить, что в 2017 году в Кумух были доставлены реликвии пророка, мир ему благословения, и праведников. В месяц Рамадан, месяц поста и поклонения, праведности и милости, когда Всевышний Аллах приумножает награду за благие дела, верующие смогли воочию видеть священные реликвии посланника Аллаха. Одной из достопримечательностей Кумуха является также старинная крепость Бурхай-Кала, расположенная на самой возвышенности. Она свидетельствует о славном времени, когда горцы разгромили полчища иранского завоевателя Надир-хана. За многие века немало видели стены древнего села. В XIII веке пали смертью мучеников 70 юношей, защищавших родной край от монголо-татарского нашествия. Походы Надир-хана в XVIII веке, грозные события XIX века оставили яркие следы в истории Кази-Кумуха. Кумух также является родиной величайших праведников, одним из которых является шейх Джамалуддин Казикумухский, учитель имама Шамиля.
дочь Джамалуддина Захидат, была женой имама Шамиля, который часто обращался к своему наставнику Джамалуддину за советами по вопросам государственного правления, международных отношений и мусульманского права. Знания, ум, мудрость и опыт Джамалуддина помогали имаму Шамилю руководить государственным образованием имамат. Да не лишит нас Создатель благодати праведных предков.